С 25 мая общественный транспорт заработал и в южной столице. Машины ездят по всем маршрутам с 7 часов утра до 8 вечера. Возобновление движения общественного транспорта во многом облегчило жизнь горожан. По их словам, хоть и на линии вышли не все машины, но появление автобусов и троллейбусов уже большой шаг после долгого перерыва. Все, сейчас руки обработали, без масок не пускают. Все хорошо, дистанции вроде соблюдают. Вроде нормально все, слава богу. Все довольны, пешком перестали ходить. Ишке барып келгенге жакшы болуп атат. Жөө барып келгенден көрө, такси менен баргандан көрө, эми коомдук транспорт менен барган жакшы. Құдайға шүкір, тартып бар екен жақсы. Мен өзгенден келдім өзі. Жақсы екен. Машина тартсақ керек. Жақсы болады барыбызға да. Соблюдение санитарных норм в общественном транспорте – это обязанность и пассажиров, и водителя. Гражданские активисты рассказывают, что эти правила не соблюдаются, так как перед тем, как что-то требовать, необходимо создать условия. Правительство в первую очередь должно создать условия для граждан перед тем, как требовать выполнения правил. Например, утром и вечером людям самое главное вовремя приехать на работу или уехать домой. А учитывая количество вышедшего на линии общественного транспорта, все вовремя доехать не смогут, потому что машин мало. На такси ездить дорого. Что еще делать людям? Мне кажется, нужно вычислить процентное соотношение граждан и общественного транспорта и выпустить на линии достаточное количество машин. По словам руководства муниципального автотранспортного предприятия, в настоящее время ведутся работы по контролю соблюдения установленных правил. Водители стараются не переполнять транспорт, однако количество рабочих линий будет расти в зависимости от числа пассажиров, рассказывает он. Постановлением правительства утверждено не превышать 60% заполненности общественного транспорта. Если вместимость автобусов и троллейбусов составляет 100 человек, сейчас в салоне находится 40-50 человек. В то же время, по словам гражданского активиста Айсулу Аскарбековой, неправильно возобновить общественный транспорт, а затем устанавливать правила. Необходимо заранее все подготовить и только тогда выпускать на линии. Если не хотят переполненности общественного транспорта, нужно искать пути решения проблемы. Например, каждое предприятие может организовать сервис, чтобы развозить своих сотрудников. Граждане и так просидели 2 месяца дома, и вот только вышли на работу, уже появились проблемы. Тем временем сотрудники муниципального автотранспортного предприятия проводят анализ количества пассажиров и разъяснительной работы среди населения о необходимости соблюдения санитарных норм. Если вчера мы выпустили на линии 20 троллейбусов и 12 автобусов, то сегодня вышли уже 26 троллейбусов и 20 автобусов. Каждый день проводим хронометраж и подсчитываем количество пассажиров, чтобы, отталкиваясь от этих цифр, выпускать на линии дополнительный транспорт. Вышедшие на линию машины дезинфицируются трижды в день, а стоимость проезда при наличии карточки – 6 сомов, без карточки – 10 сомов. Причиной этому служит необходимость перевести пассажиров на безналичную оплату.